Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о крупном пожаре в Бугульминской гимназии. В здании расположен спортивный зал и мастерские для занятий по предмету технология. Огонь вспыхнул прямо во время уроков. Водителя с признаками наркотического опьянения задержали на Сибирском тракте. В больницу согласно проекту это учреждение на прохождение медицинского состояния наркотического опьянения? Не поедете. Прав его лишили еще больше года назад. А также хроника дорожных происшествий. Головой ударил вверх, не знаю, какие травмы, хоть скоро забрал. Это и не только. Прямо сейчас. Крупный пожар сегодня сорвал учебный процесс в 7-й гимназии в Бугульме. Сообщение о пожаре поступило от очевидцев в 13 часов 35 минут. В это время вовсю шли уроки. Чтобы полностью справиться с огнем, пожарным потребовалось около 1,5 часов. Подробности инцидента у Айрата Назипова. Это уже самый разгар пожара в 7-й Бугульминской гимназии. За несколько десятков минут до этого учителя оперативно эвакуировали учащихся. Самостоятельно на улицу вышли 850 человек. Среди них 54 сотрудника учебного заведения. Пострадавших и погибших нет. В 13 часов 40 минут по прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение двускатной кровли отдельно стоящего одноэтажного кирпичного здания. В здании расположен спортивный зал и мастерские для занятий по предмету технология. Угроза перехода огня на трехэтажное здание гимназии отсутствует. В 14 часов 52 минуты объявлена локализация пожара. Площадь пожара 525 квадратных метров. Рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе электротехническая. По предварительным данным, учебный корпус гимназии от огня не пострадал. Пламя охватило пристрой спортивного зала. Это отдельно стоящее помещение. Учебные занятия планируют продолжить после того, как все помещения образовательного учреждения будут проветрены от дыма. Айрат Назипов, «Вызов 112». Жизнь 2 человек унес пожар в Высокогорском районе. Рано утром на улице Железнодорожная в деревне Калинина загорелся гараж. Огнеборцы справились с пламенем через 15 минут с момента вызова. В процессе тушения они обнаружили тела 2 человек. Личности погибших, как и причину возгорания, устанавливают специалисты. Площадь горения составила 2 квадратных метра. Нежилой частный дом сгорел вечером на проспекте Альберта Камалеева. Огнеборцы справились с пламенем за несколько минут. Причина пожара сейчас устанавливается. По словам местных жителей, в заброшенном здании часто проводили время подростки. По их мнению, огонь мог вспыхнуть из-за детской шалости. Не отрицают они и то, что дом подожгли специально, освобождая территорию для дальнейшего строительства. В результате пожара никто не пострадал. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины от удара током. Трагедия произошла в квартире одного из домов по улице Советская в Заинске. По предварительным данным, мужчина занимался чисткой канализации в ванной комнате. Чтобы подлезть под мойку, он стал двигать стиральную машину, при этом стоял в луже и не отключил устройство от сети. Стиральная машина не была заземлена. В результате мужчина получил удар током и скончался на месте. Спустя несколько часов тело обнаружил пришедший с работы сын. Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 3 человек, включая ребенка, девочку, родившуюся 9 дней назад, госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом. Инцидент произошел в квартире 5-этажки по улице Таймырская. По рассказам соседей, молодая семья снимает здесь жилье. За жизнь пострадавших сейчас борются врачи. Причину происшествия выясняют специалисты газовой службы. Следственный комитет по факту происшествия проводит проверку. Распитие спиртных напитков на ферме села Чершилы в Сармановском районе закончилось убийством. По версии следствия, 2 собутыльников во время застолья поругались, и 33-летний мужчина схватился за нож. Им он ударил 62-летнего оппонента несколько раз в шею и живот. Затем пытался расчленить тело, но это у него не вышло, и он со злости выколол убитому глаза. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 33-летний житель Республики Удмуртия. В настоящее время мужчина свою вину полностью признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В
Казани будут судить 4 мужчин, подозреваемых в причастности к убийству 16-летней давности. В 2004 году жертвой преступления стал директор водоканала Григорий Арутюнов. Как полагает следствие, незадолго до смерти к мужчине обращался бизнесмен. Он строил здание нового магазина и пытался решить проблемы с канализацией. Подозреваемый неоднократно оказывал давление на Арутюнова, чтобы уладить этот вопрос. Но разговор не получался. Когда это не помогло, мужчина обратился к лидеру организованного преступного формирования «27-й квартал» организованного преступного сообщества «Квартала», который предложил физически устранить руководителя водоканала. Для этого он передал 2 уроженцам Елабуги, входившим в ОПФ «27-й квартал», револьвер системы «Наган». Убив потерпевшего в подъезде его дома, оба исполнителя получили от заказчика преступления $10 000 США и вернули ему оружие. Дело передано в суд. Свою вину все подозреваемые, за исключением предполагаемого заказчика, полностью признали. В 2008 году 3 из них были признаны виновными в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в участии в преступном сообществе, бандитизме и убийствах. В зависимости от роли каждого они получили от 23 до пожизненного лишения свободы. Пассажирка Kia Rio оказалась в больнице после столкновения 2 машин и общественного транспорта на улице Восстания. По предварительным данным, в корейскую иномарку въехала «Лада» 10-й модели, после чего неуправляемую легковушку отбросила на автобус 53-го маршрута. В произошедшем разбиралась Айгуль Бадрудинова. Головой ударил вверх, не знаю, какие травмы, вот скоро забрал, короче. Ну, то есть сознание она была нормально? Да, сознание. Госпитализации понадобилась пассажирке Kia Rio. Автомобиль, в котором она находилась, попал сразу в двойную аварию. Сначала в иномарку въехала «Лада» 10-й модели, затем корейскую машину отбросила на автобус. Десятка ударил вправо, и я ушел. Я разворачивался. По рассказам участников ДТП, Kia Rio следовала по улице Восстания. На пересечении с Бакалейной водитель встречной десятки стал разворачиваться, не уступив дорогу иномарке. Вы, получается, признаете вину, да? Степень вины водителя «Лады» будет зависеть от степени тяжести травм, полученной пассажирке Kia. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Kia Cerato, Renault Logan и Toyota Camry столкнулись на проспекте Ямашева в вечерний час пик. По словам участников аварии, во всем виноват водитель такси, который резко перестроился на соседнюю полосу, помешав при этом едущим там машинам. Участники аварии рассказали Алие Хайрудиновой, что тот, кого они считают виновником происшествия, вряд ли понесет за это ответственность. У него вообще никаких повреждений. Речь об автомобиле такси, водитель которого, по утверждениям участников аварии, спровоцировал это столкновение. Его же при этом другие автомобили не задели. Вот этот водитель выехал на мою полосу. Я, соответственно, сбавил скорость, получил удар сзади. Сзади Kia протаранил Renault Logan. Наиболее сильные повреждения были именно у него. Затем Renault зацепил и Toyota Camry. Участники аварии стали разбираться, возможно ли будет привлечь к ответственности таксиста за создание аварийной ситуации. Как думаете, его привлечь к ответственности можно будет? Сомневаюсь, потому что он как бы не участник ДТП по факту. Вероятнее всего, вина будет на водителе Renault из-за несоблюдения безопасной дистанции. Но окончательное решение будут принимать автоинспекторы на детальном разборе происшествия. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. 27-летнего молодого человека с признаками наркотического опьянения автоинспекторы задержали ночью на Сибирском тракте. Honda Civic, которую он управлял, стражи порядка заметили издалека. Машина виляла из стороны в сторону. Что, помимо своего состояния, скрывал задержанный, знает Нафиса Минязова. За что вас задержали? Давайте без комментариев, пожалуйста. Сперва молодой человек старался хранить обет молчания, но затем не сдержался и рассказал, почему на него надели наручники. Я просто права не знаю, права надо вызвать. Ранее не лишенный? Нет. Просто не Нет, лишенный мне нужно было право сдать. Вы не сдали права и дальше продолжали управлять, да? Да. Чисто из-за этого стремления. А лишили за что? За то, что место оставили. Около года назад молодой человек спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия. Его вскоре задержали, лишили водительских прав, но удостоверение он не сдал и продолжал ездить. Сегодня автоинспекторы увидели, как на Сибирском тракте Honda Civic виляет из стороны в сторону. Решив, что водитель пьян, остановили машину, но алкоголем от водителя не пахло. Однако от освидетельствования на наличие наркотических средств в крови он отказался. Алкотестер будем продавать? Не будете продавать, да? В больницу сами
согласны проехать медучреждение на прохождение медицинского состояния наркотического опьянения? Не поеду. Не поедете, отказывайтесь. Но проехать со стражами порядка ему все же пришлось. Отказался ехать в больницу, поехали в полицию. За отказ от освидетельствования ему грозит административный арест сроком до 15 суток. Права в этот раз уже точно ему придется сдать и, возможно, срок лишения только увеличится. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.